обычный день так проходит. С 9 мы заступаем на службу. Перед заступлением все равно и вооружаемся. После вооружения уже у нас планерка идет. Записываем план задачи на день и расходимся по участкам. О первой половине своего рабочего дня рассказывает Джилустан Карякин, один из 6 участковых уполномоченных города Покровск. Территория райцентра Хангаласского улуса разделена на 6 административных участков. Каждому прикреплен свой участковый. Джилустан Карякин отвечает за административный участок Кирзавод. Кстати, один из самых неспокойных в городе. Ну, как бы сказать, Кирзавод по сравнению с центральным, конечно, отличается по мере вызовов, по мере криминогенного характера. Например, какие частные правонарушения там? Частные правонарушения, так, именно семейные скандалы бывают на почве бытовых отношений. Также, ну, в общем, преступления в сфере бытовых отношений бывает. Тем временем административный участок «Центральный» находится под ведением участкового Ивана Амосова. К слову, он считается самым молодым из участковых Покровска. По сравнению с Кирзаводом, с Колбастахом, центральный район более спокойный, я считаю. Какие правонарушения в основном совершаются и как часто? В основном административные правонарушения возле автовокзала. Там что бывает? Ну, там в основном находится в состоянии алкогольного опьянения. Всего в Хангаласском улусе насчитывается 19 участковых уполномоченных. В их обязанности входит прием граждан и рассмотрение их обращений, обход своего участка, наблюдение за теми, кто стоит на учете. Ну, участкового уполномоченных, конечно, обязанностей много. Но самое требовательная, да, обязанность – это профилактика правонарушений и преступлений. Также участковый может выявлять преступников, вести административные дела, разыскивать детей, ушедших из дома, контролировать оборот оружия и обеспечивать правопорядок в общественных местах. Вернемся к рабочему дню участковых. После обеда мы находимся на своих участках. Проводим профилактические беседы с нашими гражданами, ну, еще также стоящими на учете в Амбуды по Хангаласскому району. И в вечернее время уже идем проверять надзор. Ну, это те лица, у которых есть ограничения. У каждого участкового есть так называемый паспорт на подконтрольный ему участок. В нем содержатся сведения обо всех гражданах, по тем или иным причинам попадавшим в поле зрения полиции. В паспорте прописаны все граждане, живущие на территории участка, с отдельным учетом тех, кто относится к группе риска. Их еще называют подучетные. В группу риска входят лица, которые ведут антиобщественный образ жизни. Конечно, они все входят в группу риска. Ранее судимые, освободившиеся, условно-досрочно освободившиеся люди, наркоманы, вот эти лица, которые ведут антиобщественный образ жизни. Если их поставили на учет, вот условно-досрочно освободившиеся, если есть такой категория, да, надзор. Они, если вот судом, решение суда, когда они освобождаются, когда выходят, у них решением суда идет надзор. Если они 2 раза нарушают административные правонарушения, их уже мы ставим на учет. Они уже по решению суда приходят, к нам отмечаются месяц-2 раза, и у них есть ограничения, например, по решению суда с 10, например, с 10 вечера уже они должны находиться в общественных местах. Наша съемочная бригада отправилась вместе с участковыми 2 административных участков «Центральный» и Кирзавод в вечерний обход. Решили начать с Кирзавода. Сегодня посетим административный надзор один. И так,
и человека, ведущего асоциальный образ жизни. Первый адрес – двухэтажная ЧБшка по улице Заводская. В одной из квартир живет безработный мужчина, который частенько собирает у себя пьяные компании. Пьяный как раз. Здравствуй. Что, света нету? Да? Света нету, да? В этот раз никого не оказалось, кроме самого хозяина квартиры. Участковый Джилустан Карякин осмотрел дом, поинтересовался, когда мужчина будет искать работу, и дал наставление на будущее. В общественных местах состояние алкогольного опьянения не появляется. Спиртные напитки не употребляют в общественных местах. И так посторонних людей не собирать. Хорошо? Ладно, до свидания. Конечно, шансов, что мужчина послушается участкового, ничтожно малы. Но хотя бы на рожон не лезет и не дерзит в ответ. А ведь всякое бывает во время таких вечерних обходов. И драться лезут, и оскорбить могут, или что еще похуже. Бывает обычно с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Там все равно люди, человек все равно не понимает и не осознает, что делает. Но все равно пытаешься профилактические беседы провести с такими людьми. Ну, как вы справляетесь с такими ситуациями? Ну, все равно каждому человеку подход нужен, да, я думаю. Как бы, ну, своими словами можно поговорить. Каждый сотрудник полиции даже, наверное, уже характер человека можно по глазам. Все равно. У вас такое бывает, что вы при взгляде на человека уже понимаете, вот он может что-то совершить, либо наоборот он такой безобидный, да. Ну, это уже... Как-то нарабатывается такая профессиональное чутье, можно сказать? Ну, я думаю, да. При разговоре с человеком уже как бы уже все равно, ну, не точно, а все равно как бы человек, с которым ты разговариваешь, он либо нормальный, либо что-то обманывает, либо что-то скрывает. Все равно бывают такие моменты. Следующий адрес – сравнительно новый каменный дом, также по улице Заводская. Покровчане называют этот дом и два соседних «Три лимона» по цвету фасада. В эти дома несколько лет назад заселили переселенцев из ветхих и аварийных домов. Мы поднимаемся на один из этажей дома и стучимся в уже повидавшую виды двери квартиры. Светлана Дмитриевна, как дела? Здравствуйте. Нормально дела. Тут тоже все в порядке, никто не выпивает, хозяйка радушная и даже шутит с участковым и съемочной бригадой. В это время Джилустан Карякин заполняет акт. Уже в подъезде мы узнали причину посещения этой квартиры. Как оказалось, этой женщине по определенной причине предписано находиться дома после 10 вечера и до 6-7 утра. Участковый проверял, следует ли она данному предписанию. А сколько в вашем участке таких надзорных? У меня на участке 4 человека. Вот и одна из них. И одна из них, да. Далее мы направляемся уже в вечерний обход вместе с участковым участка «Центральный» Иваном Амосовым. К нам присоединяется недавно созданная добровольная народная дружина под названием «Щит». Инициатором создания подобной организации является мэрия Покровска. Основная цель – поддержание общественного порядка во время проведения массовых мероприятий на территории города, а также выезды в различные рейды совместно с правоохранительными органами. Сейчас в составе ДНД состоит 17 человек, но это пока что. В скором времени, мы думаем, наберем свои обороты, и нас станет еще больше. Сейчас идет набор в ряды ДНД, но есть и свои требования. Чтобы они поступили в ДНД, самое главное, чтобы они не стояли на учете у психиатра и не были судимы.
Итак, участок центральный. Первым делом Иван Амосов со своими коллегами и ДНД проверяют соблюдение правил комендантского часа. После 22:00 на улице без сопровождения взрослых не должны находиться дети до 14 лет. После 23:00 подростки до 18 лет. На улице идет дождь, будний день. Учебный год начался, поэтому ожидаемо, что школьников на улице после 22:00 не обнаруживаем. А много ли в вашем участке детей, которые состоят в ПДН на учете? На учете в ПДН у меня стоят 4 4 ребенка. совершеннолетних? Да, несовершеннолетних. За разные правонарушения, преступления. А по сравнению с другими административными участками это маленькая цифра или наоборот? Да. большая? Маленькая. Там может и побольше быть? Там да? может и побольше других участков. Что в центре нормально более? В центре более нормально. Затем направляемся в одно из питейных заведений города, где продают алкоголь после 8 вечера. Увидев камеру, бармен спряталась в подсобке. Также за столом выпивала на первый взгляд компания несовершеннолетних, но, как оказалось, им всем уже есть 18 лет. Хотел предупредить, ну, конечно, тем, что снимать не надо. Я же Мне же стыдно будет перед малой. Я же вас предупредил. Да, в будни в Покровске обычно спокойно, но, как и везде, в выходные количество вызовов наряда полиции, в том числе участковых, увеличивается. Выступали ли вызовы с этого бара? Было ли такое, что посетители вели себя неадекватно? В прошлую мою смену в данном баре произошел вызов, то что в помещении бара находится неадекватный молодой мужчина, который нарушает общественный порядок и общественную безопасность. И часто такие вызовы бывают? Редко. Как вы уже поняли, график работы у участковых ненормированный. В любой день среди ночи могут вызвать, если случилось серьезное правонарушение на подведомственном административном участке. Но все же плюсы есть в любой работе. Ну, вообще сама работа участковых, она сложная. Плюсы я могу выделить как коллектив дружный, что это обязательно, когда устраиваетесь на работу, это обязательно это коллектив. Без коллектива работа уже никак не пойдет. Из минусов, как сказать, из минусов, график, работа сложная, это минус. Со временем все привыкается. Важный момент. При вступлении в должность каждый участковый обязан пройти обход вверенного ему участка, целью познакомиться с жителями и дать свою визитку. Знать номер сотового участкового бывает полезно в экстренных случаях. К нему можно обратиться напрямую, когда нужно срочное вмешательство. Например, если на ваших глазах кого-то избивают или вы стали свидетелем кражи. Участковые, они ближе к народу, можно сказать. И мы оставляем у граждан свои карточки, по которым они могут нам позвонить. Визитки. Да, визитки. Практически по любым вопросам, по личным вопросам. Вот ко мне приходил сегодня гражданин, сказал то, что у него на верхнем этаже нету соседей. И как-нибудь содействовать с вопросом, как решить данный вопрос, то, что там есть соседи, у них отопления нет. Бывают моменты, хотят оружие огнестрельное, акт осмотра сделать, хранение сейфа. По этим вопросам могут обратиться к вам? Да, могут обратиться. А если что-то случилось? Если серьезное поступает, это уже сообщается в дежурную часть, либо они сами звонят. Если конкретная информация поступает от потерпевшего, уже участковый уполномоченный уже сообщает это в дежурную часть и регистрирует в КСП данное преступление. Если вы столкнулись с нарушением, вы можете лично принести жалобу в отдел полиции. Еще лучше, если она будет коллективной. Участковый обязан принять жалобу, а если дело не в его компетенции, переадресовать куда нужно.